Вообще, я ижемец, а вы, наверное, знаете, ижемцев называют коми-евреем. Поэтому, как всякие евреи любят совершать революции, то ижемцы это очень любят. Первая революция они совершили еще в 19 веке, когда было у крестьян подать в виде строительства дороги в Архангельской губернии. Они очень сильно возмущались и перестали подчиняться царю и губернатору Архангельскому и восстали таким образом. Было выслано целый полк с ружьями солдат, но евреи есть евреи. Ни одного выстрела не произошло, а подати отменили. И вот на этом примере мы тоже решили создать свою революционную организацию, как и Владимир Ильич в 1917 году совершил. Так вот, мы только вместо партии создали комитет спасения Печоры. А так как надо было овладеть массами, нужна была газета «Искра», и мы вместо «Искры» создали газету «Экологический вестник Припечорья». Это было в 1989 году. Практически с истока до устья приехало 120 делегатов, которые быстренько создали вот этот комитет. Этот комитет, ну, ваш почтенный слуга был первым его председателем. Суть была такая. В течение буквально нескольких месяцев мы разработали, какие задачи революционные совершить в экологическом направлении, так как мы любим именно экологические революции. И вот где-то до 1992 года мы выделили 4 главные задачи. Это устье Печоры, вы слышали, наверное, было рубоучетное заграждение, где семга шла на нерест, а ее в одном из протоков убивали в сетке с электрическим током. Ну и, соответственно, это считалось, что надо изучать стадо семги и ее выращивать. На деле убивали и чиновникам слали. И вот мы были за то, чтобы это безобразие прекратить и рыбоучетное заграждение снять. Второй вопрос был такой. Великий Спиридонов хотел построить в Индии атомную станцию. А так как в прошлом у нас были очень нехорошие испытания этой станции, то мы были категорически против. Вот вторую проблему вы выделили в Печоре. Третье. На Новой Земле производились ядерные взрывы, но их производили только при северном ветре, когда дул ветер на континент наш, и поэтому изотопы радиоактивные травили наших оленей и наших оленеводов, и рак появился тогда в очень большой степени у наших жителей. Вот это было третий наш вопрос. И четвертый вопрос был об истоках Печоры, где теоретически уже был парк, проект национальный Юг-2, но практически он еще не был создан. И вот четвертый вопрос, это наша задача создать вот этот парк. И вот мы вышли на правительство, создав революционную группу инициативную с 4 вопросами, чтобы эти 4 вопроса прозвучали в наших вопросах по референдуму, и чтобы народ ответил. И вы знаете, сперва мы не знали, придет ли народ на этот референдум, а я в это время был депутатом Верховного Святокомия СССР и знал этот закон, и мы решили сперва испытать это на Ижме. И мы в Ижме, вот, комитет спасения Печоры, активисты в основном оттуда, евреи, да, и мы в Ижме провели этот референдум в районе неофициальный. Летом, когда все трудящиеся на сенокосе, мы убедили их прийти в воскресенье избирателям всем на референдум. А тогда еще избиркомиссии не получали огромные зарплаты, работали бесплатно, и мы убедили их прийти в воскресенье и провести этот референдум. И вот вы знаете, насколько евреи сплотились. Ижемцы пришли, где-то 52% избирателей пришли вот на наш рукотворный референдум. И, конечно же, на все 4 вопроса ответили. Рыбоучетное заграждение снять, на Новой Земле прекратить ядерные взрывы, атомную станцию мораторий поставить на 10 лет и создать национальный парк в границе. И после этого мы, вдохновленные успехом, создали инициативную группу. Председателем инициативной группы тоже стала Ижемка, где она, Валентина Томасовна. Покажитесь. Вот она здесь. А вот, покажите. Я покажусь, но я сразу скажу, что я тут Николай Кентьевич, я надеюсь, шутит и очень много говорит не так, как я бы сказала. Ну тогда мы потом не дадим слова. Насчет революции все это, конечно, шутка. Ну так разумеется, они это понимают.
И поэтому я не вру, а просто иногда шучу. Так вот, Валентина Томасовна теперь известный эколог не только в республике, но и в России. И она стала председателем инициативной группы. И вы знаете, мы тогда по нашему закону надо было 20 тысяч подписей собрать, когда нам разрешают референдум. Так вот, благодаря ей и активистам 20 тысяч с лишним подписей были собраны, и избирком не мог их отвести. И нас пригласили на правительство. Доблестный председатель там воевал со Спиридоновым и с Худяевым, личностями известными. И они пытались доказать, что ядерные взрывы нужны, национальный парк надо сделать маленьким, атомная станция обязательно нужна, потому что индийцам потом нечего будет делать. А заграждение, ну, не говорили, что снабжает все чиновничество, но говорили, что очень полезно. Но не смогли нас убедить, и был сделан Верховный Совет Комессар последнего созыва, была сделана сессия, где нас опять пытались убедить, но мы отстояли, и одним решением ничего не получилось, и была еще повторная сессия, и в конце концов наши вопросы были приняты правительством без референдума, потому что поняли, что если сделать референдум, они проиграют, и еще и потратят деньги. И вы знаете, с Москвы даже приезжала лампасная комиссия, то есть полковники и так далее, чтобы говорить о пользе ядерных взрывов. Но даже Москва прислушалась, а может быть закончились деньги, а может быть еще что-то. И в общем, и ядерные взрывы прекратились, и рыбоучетное заграждение сняли. Ох, как мы ликовали, думали, о, теперь семга вырастет до потолка размерами. Но оказалось, это первая победа по рыбоучетному заграждению, потому что стали ее настолько ловить браконьеры государственного масштаба. Туда же и шла семга, и туда же и идет. Ну, все-таки мораторий был объявлен на 10 лет, а слава богу этого хватило, чтобы не строить атомную станцию в Винте. И главное, конечно, то, что были утверждены проектные границы у Юга-2, и до сих пор туда рвутся и золото добыть, и другие, но пока Верховный суд России за нас, и мы их туда пока не пускаем. Так что вот такая небольшая революция была совершена вот Комитетом спасения Печоры. Но многие ведь общественные организации на волне перестройки выросли прямо как грибы после дождя, но практически серьезная организация, наверное, осталась одна из тех, которая до сих пор активно работает. И вот была попытка сейчас нам совершить вторую революцию, выйти на второй референдум. Это вот уже на референдум против слияния Министерства охраны природы с Министерством промышленности. Ну, вы, наверное, прекрасно понимаете, что волка и овцу, если загнать в один загон, что из этого будет? Как будет овца жить? Овцу съедят. Так вот, нечто подобное произошло после указа 17 октября, принятого главой, чтобы объединить Министерство природы и Министерство охраны, Министерство природных ресурсов и охраны природы. Мы сразу, наша полуеврейская Ижемская, так сказать, организация, в которой уже есть не евреи, Иванов, например, очень активный человек тоже, но решили восстать против этого, и начали мы с небольшого. Самая смелая женщина в республике Коми, она взяла плакат «Верните Минприроды» и вышла. Ее тут же на площадь, ее тут же арестовали, а мы, мужики, только это все снимали сбоку и так, где-то в стороне были. Ну, оштрафовали крепко, но это был только первый шаг. После этого пошли запланированные нами митинги одиночные в Вижме, в Сосногорске, в других районах, а потом перешли к митингам настоящим. В Вижме 200 человек пришло, если это посчитать на 1000 населения, то это намного больше, чем в Москве на 1000 населения. Так вот, 200 человек пришли, после этого в поселке Том был митинг, и пошло вот так, пошло, до Сыктывкара даже дошло. Тут, правда, маленький митинг был, но четвертая часть, это были тоже Ижемцы. И вот после этого собрано было 67 тысяч подписей против этого указа. Но мы видели наши, так сказать, предварительные атаки успешно отбиваются. Нас пригласили на правительство, но уже не для того, чтобы
как в прошлый раз, договариваться, а для того, чтобы сделать вид. И там мы сидели с одной стороны, Герасимов, Борягин и другие лица с другой стороны. Ну и был разговор в течение часа, как на двух языках, которые друг друга не понимают. И мы поняли, что без референдума не обойтись. И решили срочно собрать 1060 денег и срочно сделать вопросы. За вопросы взялся уважаемый вами уже Иванов вместе с Макаровной Тамарой. И они 3 вопроса подготовили на этот экологический референдум. Мне надо было собрать деньги, но я к Обаме не стал обращаться, потому что он уже не работал, а Трампа я не знаю, поэтому я решил собрать деньги здесь. И собрал 60 тысяч без проблем. И мы 17 декабря собрались 50 делегатов в Вижме, как всегда, в этом центре Комьюрей. И, значит, там создали инициативную группу и с 3 вопросами вышли на избирательную комиссию. Вопросы звучали, чтобы объединить, во-первых, разъединить министерство обратно на Минприроды и на Минпром. Второй вопрос касался тех труб Лукойла и нефтяников, которые уже полвека служат, а их срок не более 15 лет, поэтому и река превращается в сточную канаву нефти. Наша Великая Печора. И третий вопрос касался, опять же, национального парка. Господин Гапликов во всеуслышание предвыборной кампании объявил, что надо добывать золото в национальном парке. И вот эти 3 вопроса мы подняли. Нас, ну, скажем так, были 3 атаки против нас. Вот, и все эти атаки выигрывались ими. Когда Иванов пошел со своими, так сказать, вопросами в избирательную комиссию, то избирательная комиссия вообще нашла такую крамольную ошибку, что мы даже удивились. Действительно, избирательная комиссия республики посчитала, что в документах огромная крамола. В чем она заключается? Пишется республиканский референдум, в 10 местах, а в 11 месте написано местный референдум. И вот избирательная комиссия настолько толковая, что не могла понять, что же это за референдум, местный, районный или республиканский, и сказала: идите отсюда, где мы такую ошибку вам не прощаем. Ну, решили мы 2-й раз собраться уже в Ухте, немножко другой состав, но опять собрались и опять вышли повторно с этими вопросами. На этот раз ошибки были найдены еще крупнее и страшнее. Например, Не было. Ой. Просто это... Когда отозвали. Стоп. Это я на про третий случай уже рассказываю. Перескочил, глядя на вас, красивых молодых. Значит, 2-й раз они объявили свое заседание в последний день по закону, который должен состояться. В течение месяца они должны рассмотреть. Так вот, они на 30-й день собрались, и причем удивительно, из 12 членов избиркомиссии туда пришло только 6 человек. То есть неправомочное, значит, заседание. И в итоге они сказали: через неделю соберемся по новой. То есть они сами нарушили полностью закон. Более того, за эту неделю натренировали чиновников до того, что не с каждым, а практически с 3 членами инициативной группы были проведены душеспасительные беседы. Одной женщине, которая пенсионерка работает, еще сказали: ты потеряешь работу, если ты не откажешься от своей подписи. 2-му мужику, очень активному члену, сказали: ты пенсионер, хочешь работать? Мы тебе дадим в Ухте кабинет и должность. 3-му еще что-то сказали, и, короче говоря, 3 у нас отозвали подписи. А нас было всего 22, а минимум должно быть 20, а у нас оказалось 19. И на этом основании нам опять отказали. Это, конечно, чисто и иезуитский подход к делу, но факт. Мы написали во все стороны жалобы в ФСБ, в прокуратуру, в Следственный комитет республики, избиркомиссию, и даже в российскую написали избирком России, а также человеку, защищающему уполномоченному наши права. Однако пришли формальные ответы, ну и мы решили 3-й раз ударить, потому что не любим отступать. И здесь нам очень помогли коммунисты. Они подогнали своих, уже, да,
5 минут, попробую уложиться. Так вот, мы уже тогда собрали 45 человек, и 15 человек убедить никому не удастся, и больше уже выдохлась избиркомиссия и разрешила. Но тут приступил к действиям законодательный комитет Госсовета, и он нам отказал. И отказал по удивительным причинам. Сказали, вы написали в своих вопросах, вы с маленькой буквы, избиратель придет, рассердится и уйдет, или не придет вообще, потому что вы его оскорбляете. Вот оказывается как. Потом второе, так сказать, замечание было. Госсовета нет. Ага, значит, мы написали Госсовету обратиться верхам, чтобы трубы, которые сделаны до 90-х годов, просто заменили. Так вот, законодательный комитет выносит такой приговор. У нас нет Госсовета, а у нас есть Государственный совет Республики Коми. И если вы напишите Госсовет, избиратель опять не поймет, что за орган. Такого органа у нас нету. Вот такие причины нашли, чтобы нам отказать. И когда третий раз они... Значит, не третий раз. Когда на законодательном комитете они вот такое вынесли решение на основании вот таких вот дурных аргументов не пустить избирательную, то есть инициативную группу, то, в общем-то, тогда Гапликов, наверное, понял. С ними бороться бесполезно. Они придут 4-й раз. И поэтому решил своим указом отменить свой... предыдущий указ, да? Но он это, конечно, только пообещал, и чем это кончится, неизвестно. Но то, что сам великий царь Гапликов пошел на уступки, говорит о нашей силе и о наших возможностях общественного движения. У меня еще много времени. Ага. Ну тогда давайте, если вас заинтересовало что-то, задайте вопросы, а нет, так мы дальше будем революцию продолжать, потому что у нас не решенный еще вопрос по трубам. Еще не решен окончательный вопрос по золоту. По золоту они нам, кстати, сказали, а никто и не собирается золото добывать. Это просто Гапликов ради избирательной кампании объявил вам об этом. А так у нас нет даже документов о том, что мы будем копать. Однако копать собирались много раз, и они собираются еще раз. Поэтому война не кончилась, война продолжается. Коротко очень. Вопрос, пожалуйста. Вопрос, комментарий. Те, кто прибывает постоянно в Индофлаг, прекрасно знают, что на кислоте золото не расследуется, а добывается в национальном парке. Добывается много лет и в хороших масштабах. То есть, на самом деле, все это идет, происходит. Нет. Нет, золото на территории национального парка действительно добывалось, когда его еще не было, этого национального парка, но на этой территории добывалось рассыпное золото. Артель Печора. Вот. Артель Печора была, потом, значит, был Акимов некий и так далее. Вот. На месторождении Чудное, которое сейчас, на протяжении уже длительного времени является вот таким, так сказать, камнем преткновения, да, и суды и так далее, там золото на самом деле не добывается. Там, значит, еще не добывается. 2 взрыва в сутки. 2 взрыва в сутки это не добыча золота. Геологоразведка, скорее всего. Разведка была, разведка. Неофициально. Нет, это постоянно в течение всего летнего сезона, я много лет подряд по 2 взрыва в сутки. Посчитайте, сколько их. Вы не путаете, там горный хрусталь, 2 взрыва в сутки? Не, значит, сложь справа. Горный хрусталь был справа. Какие это добычи? Это было Там действительно проводились в взрывы. прошлом, позапрошлом, каждый год. Я практически каждый год бываю. 2 взрыва. Давайте, ребят, вы говорите. Давайте еще. Нет, последний вопрос от меня. Вы рассказывали про серию митингов. Это были митинги в небольших населенных пунктах. В Выжимском районе, в Усинском выходило 150, 200, 250 человек. В городе столько не выходит иногда на митинги. Скажите, пожалуйста, почему в сельских районах, почему на мероприятиях, которые организует комитет «Спасибо Печоры», так много людей выходит? Только не говорите про евреев, там, Коми, все остальное. Почему так много людей выходит? Понятно. Кстати, все и в Усинском районе организуют ижемцы, они давно туда уехали и обжились еще сотни лет назад. Поэтому я настаиваю на этом, но другое дело. Дело ведь в том, что больше всех перестройка обидела деревню. Первым, что сделали, закрыли леспромхозы и дотацию колхозам, и в итоге вымерло
вся, так сказать, деятельность, и поэтому люди остались без работы. Поэтому они уже взведены, им только нужно немножко разъяснить ситуацию, и понятно. И второе, они ведь понимают, что им некуда ехать, и поэтому если по реке течет нефть, вот, и если промышленность загубит нашу Печору, то им вообще некуда деваться. Поэтому Комитет спасения Печоры лишь использует свою газету, она по-прежнему выходит, и у нас еще и неофициальная газета раз в месяц, вечерний прямой разговор выходит уже 15 лет. И люди имеют информацию намного большую, чем в других районах, потому что в других районах есть только официальная газета, а газеты оппозиции нету. Поэтому это играет роль. И поэтому остается только подносить спичку и поехал. Спасибо, Николай Борзенков, Комитет спасения Печоры, Валентин Селянский, Иван Иванов. Спасибо огромное.